В больнице какая два работа проведена. Вот подрядчика. инженер больницы нашей, Ага. ЦРБ, Светлана Николаевна. Ага, хорошо. Ага, слушаем вас. Кровля там. Нет, сейчас инженер расскажет. Ну, у нас по кровле получается договор с СМУ-10, договор договор подписан 27 августа. Ага. Сумма договора 6 миллионов 122 тысячи 369. Срок действия у нас получается до 15 сентября был, но у нас дополнительное соглашение до 8 ноября. То есть оно истекло. Да. Ну, оно, да, Сегодняшний день стекло. Так. Ага. Здесь мелкие отделочные работы говорят. Отделочные работы мелкие остались на 3 дня. Какие это мелкие отделочные? Ну, снегодержатели там закрепят. И в основном снег, что накидаем оттуда. Снег. И мусор остался. То есть вы за 3 дня нам даете гарантию, что вы уложитесь, До да? понедельника, да. До понедельника. То есть мы с вами встречаемся в понедельник, и вы Ну да, все. мне... Кровлю пройдемте. Ага. Не, а этих кто не послушаем или потом послушаем? После кровли. После кровли. Ну все, идем на кровлю. Ага, а вот. Много работы. Не, мелочи остались там. Ну, до 2 дня где-то. Ну, основное вот это. Вот это все как вы будете убирать? Попроси приостановиться чуть-чуть. Да? 6 человек. Этого достаточно вообще, чтобы до понедельника все сделать? Да? Ну, они боковушки вот закончили. Вот самое сложное там вот эти были. Ага. Вот эти. А тут эта дырка осталась, чтобы выбрасывать этот Снег. Ага. снег. Ага. Этот, как зовут такие? Все снег полностью. Тут ни одной кружки снега не возьмем. Мы принимать приедем, да? Вот в комиссии у нас глава Александр Васильевич. Я главный врач, и на комиссионно в понедельник приедем, чтобы тут все чисто было. И мусор с территории тоже вы вывозите сами. Ну, а там скинем, там машину. Там машину заказываете, там все. Потому что у нас больница работает тут. Тут мусора не осталось. Значит, почему, объясню, да, что у вас ответственная работа. Объясню почему. Потому что это в прошлом году эти койки были перепрофилированы для провизорного отделения, то есть для можно посмотреть. инфекционных больных. Да? Поэтому вы должны понимать, что профиль очень, вопрос очень серьезный. Так. Видите, наращивали вот это. Это мауэрлат называется. Вот с этой стороны это старое, а вот это новое наращивали. Поэтому объем работ достаточно большой такой был, да? И этот Янослав не приехал, да? Нет, он где-то должен здесь. Ехал за мной же ехал. Да, вот это с бюджета деньги очень медленно идут. У нас лимитов не было. Аукцион поэтому по приказу проводим. Аукцион вы почему так поздно провели? По приказу Минздрава. То есть Минздрав вам только выделил лимиты в июле, получается? Ярослав, поднимите. Ага, и вы только в конце августа провели Нет, аукцион? мы сразу объявились, а Так. аукцион состоялся в августе. В августе. А он, То есть по-моему, объявились мы сразу после приказа, а, получается. Ага. Поднимайся. Поэтому если вопросы там есть, И увидишь, а вот а почему вот такая ситуация с лимитами потому в что, Минздраве? ну, это не в Минздраве скажу, я уже главным врачом-то давно работаю. Ага, Когда федеральные вот эти средства, это всегда так. ага. А Всегда здесь финансирование федеральное? Да, федеральные, это наш проект федеральный. По федеральному у нас проекту, не республиканские деньги. Нет, нет. Ага. Потом по инженерии тоже аукцион, тоже лимитов ждали, потому что сумма выросла у нас. Сначала было 10 миллионов предусмотрено. Ага.
А мы, по нашим расчетам, нам не хватало, нам около 15 миллионов. Потом Минздрав добавлял, 4,5 миллиона добавил, дополнительно 10. Поэтому мы, чтобы большую сумму получить, поэтому опоздали с этим аукционом, получается, задержка произошла. То есть и тоже в конце июля объявили? Да, да. Ну там нормально, у них срок до 31 декабря у этих. И сумма аукциона 14,5 миллионов. Большая сумма. Кровля же 123 сумма, а по инженерии 14,5. Они, отопление уже все запущено сейчас полностью. Ну сейчас пойдемте посмотрим. Осталось там электрика и водоснабжение, по-моему. Сейчас, потом после этого что идет, после отопления? Этот канализацию доделают, электрика еще. Но электрику короче, я в Минздрав звонил Альберту Михайловичу. На следующий год 20 миллионов предусмотрели. То есть нам надо сейчас аукцион быстренько объявить в декабре. На электрику чего? На отделку. Уже на отделочной. Двери, окна, там все менять это. И Ну, чтобы сюда заехать. электрику, чтобы они, я сказал, чтобы не вешали. Какой смысл сейчас вешать-то? Все это все равно будет. Нет, получается тогда, вы по точности как такого не выйдете? Сейчас поликлиника работаете, да? Поликлиника внизу работает, а вот здесь вот стационар весь не работает. А отделка начнется тоже так же выйдет. Смотри, еще сложно, что было, да? Тут же ковидное было. Мы даже этот проект не могли сделать, потому что эксперты сюда не могли попасть. А сейчас эксперты сюда, мы быстренько этот проект сделаем, да, Света? Сметы там все и на экспертизу подают. Так, Проектной организации договор есть, как называется этот? Якут-индустрия. Якут-индустрия. Вот она должна приехать, полностью осметить, и мы второй этаж заявляемся этот аукцион. Тогда этап 22 года отделка. Отделка, да. Работа по помещениям. Да. Инженерия в этом году, в следующем году уже помещение. А электрику тогда вы перестанавливаете? Электрика нет, мы делаем. Электрика полностью, да? Розетки. Розетки, выключатели, светильники, проводка, щиток не меняется. Вот щиток непонятно, почему не предусмотрели. Там пойдемте вот. Так, какие работы тут проведены, расскажите. Отопление 100% сделано. Электроснабжение на данный момент делается. Канализация, водоснабжение осталось 20%. Но в связи с изменениями там сейчас еще потребуется немножко времени. Что еще? Все, у нас Ванну, унитазы, раковины. ванны, унитазы, мойки, смесители. Все на месте тут? Все на месте, материал. Какой-нибудь кабинет покажите примерно. Палату какую-нибудь покажите для больных. Вот сейчас мы резюмируем. Новые приборы отопления, светильники новые медицинские, розетки, выключатели, все в кабель-каналах. У вас один контрактный все, электрика? Да. Тут еще сложности были в том, что проект делался во время карантина, поэтому некоторые места проектировщики, видимо, не попадали, поэтому есть сложности, что в проекте, что в исполнении. Узел вода там место меняли. Вот сигнализация тоже ваша, да? Сигнализация не наша. Ваша, да, тоже? Нет. Не ваша? То есть сигнализацию не меняли, да? Сигнализация это отдельная. Ну, это как бы уже выполненный этот объем. Сейчас пойдемте, где работаете. Очень плохо, что частями деньги дают. Был бы один подрядчик на все, Ну да. от начала до конца. Было бы с кого. А тут, видите, уже два. Уже два. А вот а почему на 3 года разбито? Это вот очень плохо это. Или национальный проект так финансируется, что делится на 3 года? Ну, видимо, так финансируется.
Потом вы, когда вот этот ремонт закончится, да? Да. Вы сколько коек здесь планируете развернуть? Ну, как и было. Здесь, 60 коек? да, да. Ага, то есть вы Два тогда... отделения. Онкологическое отделение, терапия и сестринский уход. Три отделения. Ну, то есть вы тогда, например, в конце года можете их развернуть? В конце этого года? Да. Нет. В конце этого года сколько коек можете развернуть? Мы хотим отделку закончить, отделочные работы. То есть вы в этом году не планируете ввод этой больницы? Там нет. Вообще больных не планируете? Ну, а какой смысл такой разруху больных фиг? Ну да. Так. Тут там же невозможно вообще. Нет, а там тогда отделку, когда вам Минздрав планирует? На следующий год с января-февраля начать надо делать. Но тогда же надо аукцион уже. Да, в декабре надо делать. В декабре надо. А вам лимиты выделили финансирование? Пока нет. Все в работе. Это первый элеваторный узел. На том крыле еще один такой же элеваторный узел стоит. Узел поликлиники как бы, да? Да, это да. До невралгии, до середины невралгии. Это крыло. А с той стороны уже то крыло, там тоже такая же элеваторная стоит. Потом щитовая полностью не оборудуете тогда? У нас нет, у нас только Система водоснабжения поменена. Осталось только несколько точек. Ну и канализация где-то точек 5-6. Ага. А здесь на первом этаже палат нету, да? Нет, Нет, только здесь поликлиника. поликлиника. Только поликлиника. Ага. Ясно. А поликлиника полностью запущена, работает? Ну, да. Два педиатра, два терапевта, да? Гинеколог. Прием ведут. Ага. Скорая помощь работает. Здесь полный объем сделан в этом коридоре. Получается. Ну, там осталось несколько кабинетов. Намного теплее все стало. Намного, ну, поддавили. Теперь нормально. Вот тогда срок по Колумбии, как в понедельник сказали, да? Сроки по инженерии. У них до 31 декабря контракт. Потом вы уже планируете извести следующий год Сразу законтрактировать. законтрактовать и где-то побыстрее надо начать работать. Вы планируете без остановки все это? Да, потому что отделение это пустует. Все, расходы же. Мы отопление сейчас платим. Ваш план. Потом еще в мане отопление платим. Это двойные расходы для больницы. Нам побыстрее отсюда убежать надо. Ага. Ну вот тогда вопрос. Михаил Ефимович интересуется, вот когда вы вот предполагаете высвобождение МАНа. Вот по опыту прошлого года, когда у вас вспышка закончилась? Вспышка, она в прошлом году как раз вот в январе надо, в середине, в конце января уже спад серьезный. Вы тогда с МАНа выехали в январе? Обсерватор закрыли. Там Закрыли в январе? Насчет, мы его сначала курировали, потом уже передали же администрации УСа. А когда закрыли обсерватор? Он у нас до лета работал, До лета работал? да, потом уже обсерватор не работал. То есть той осенью уже там никого мы не размещали. То есть он в прошлом году с осени не работал? С осени уже он не размещался, как обсерватор не функционировал. То есть, получается, если бы, например, этого ремонта не было бы, то тогда бы и в этом году больших проблем с этим не было бы. С МАНом не было. Ну нет, конечно. То есть вы тогда в прошлом году справились с осенней вспышкой своими силами? В прошлом году вспышка была намного меньше. Меньше было? 4 раза. 4 раза? Да. Так официально же совсем мало больных показывает. По 5 человек. Официально вот у него информацию Владислав Алексеевич выкладывает всю уже все. реальную информацию. Но она раз в 10 отличается. Да, очень сильно отличается. Вот сейчас я могу даже показать это. Это мне отправляли. Да, ладно. В следующем году ковид тоже бушевать будет. А то будет.
Он уже, по-моему, как сезонное заболевание стал. Просто новые штаммы появятся еще. И они будут всю вакцинацию пробивать никак. Это неправильное слово сезон. Ковид, он не как грипп. И Вот это нельзя его так называть. От гриппа люди не умирают. Вот. Это желтый, это прошлый год. Черный это Третий год надо. этот год. Вот в сентябре уже 462, а в октябре 900 с лишним. 225 было. Ничего себе, то есть в 4 раза больше, чем Да. в прошлом году, Да. фактически. Да. Кошмар. Это количество зарегистрированных случаев. Насколько я знаю, ремонт на 3 года же тут, да? Ремонт на 3 Или года. вы 23-й год уже перевели, текущий год? Нет еще, да? Нам еще денег не хватит. Я с Альбертом Михайловичем разговаривал. Тут то, что предусмотрено 50 миллионов, их вообще не хватит. Ага. Ну Тут вот надо минимум 80 миллионов. на текущий момент уже у вас на 23-й год тоже лимит есть. Да? Да, исходя из того, учитывая то, что использование МАНа, 23-й год надо тогда на 22-й полностью как бы завершить все лимиты. Может, Ну, как-то так-то там. сначала 20 разместим. Вот частями же дают деньги. Если бы дали бы деньги сразу, большой объем, мы бы все работы бы заложили в них, и не надо было бы переезжать никуда. Да, ну и я к тому, что в 23-м году, на следующий год надо закончить 23-й год, уже освоить как бы. Тогда у нас 23-й год уже освободится. Тогда вопрос к Минздраву Да, получается. вот с района как-то ходатайство, то, что лимиты 23-го года перевести, что полностью... Ну, давайте, Владислав Николаевич, письмо Нет, составим. смотри, если мы вот эти 20, которые на 22 год предусмотрены, законтрактуем и в втором квартале освоим, тогда, тогда мы 23 года деньги сможем взять, наверное. Мне так кажется. Ну тогда Но их все равно не хватит, Владислав Николаевич. Ну, получается... Вот 50 миллионов это вообще, это только вот побелить, покрасить. Вот капитальный ремонт на самом деле, да? Ты же знаешь, что такое капитальный ремонт? Полностью вот это все до основания. Оттирается, конечно. До цемента, до перекрытий вообще. Вот сюда вниз тоже полностью до бетона. Все это сносится, только коробочка остается. Ничего не остается. Потом все сверху, все заново. Вот это капитальный ремонт. Если вам не передадут лимит 23 года, тогда больница заработает в 3-4 квартале. Потом на 23 год опять закроется. Как бы, да? Ну, Так же. так. А на 23-й год какие работы запланированы? Там лимиты были? Ой, ну, 15, если, да? там как-то частями, потому что поликлинику закрывать нельзя, она все равно должна работать. Видимо, придется полздания умещаться, ну вот как в детской. Мы детскую поликлинику отремонтировали в Покровске, да? Ага. Она не прекращала свою работу ни один день. Напополам ее разделили. Организовали поточно. Да. И на одной половине полностью закончили, потом они переехали туда. И перешел ремонт на другую половину. 2 крыла. Примерно так же это здесь будем делать. А тут не планируете тут по этажам как-то разделить? Что по этажам? Разделить по этажам. Поэтажно? Да, по этажам. Как пирог, что ли? Вертикально? Горизонтально. Горизонтально? Нет, стационар ты так никак не Так, разделишь. так нельзя, да? Там, потому что ковидный стационар, там шлюзы, все это. Я имею в виду 3-й этаж закончить полностью. Второй. А, 2-й этаж, то есть. Да. И туда заселить, а на 1-м этаже. Поликлиника на 2-м не сможет работать. Технологически вот такие вот эти нюансы есть. Там еще рентген-кабинет, там еще новый этот аппарат должны поставить здесь. Там тоже ремонт надо. Там специализированный ремонт. Ага. То есть, получается, тогда вот после завершения вот этого ремонта, ну, коек здесь открывать не планируется. То есть, тогда вообще ждем следующий год. Так. В этом году койки мы не откроем. Ага, так. Тогда, получается, МАН вы будете использовать весь этот год и до середины следующего года, если вы тендер проведете в декабре. Ну, если эпидситуация позволит, то мы раньше выйдем из МАНа. Ага. Ну, у вас, кроме МАНа, вот в МАНе у вас 35 больных сейчас, да? А сейчас 35, да. Так. Кроме МАНа еще какие койки у вас есть?
Кроме МАНа, здесь инфекционное отделение. Так, Здесь у нас 20 коек. так. Вот. И получается палата интенсивной терапии, то есть реанимация, в Покровске в стационаре у нас. Мгм. А там сколько коек? Там на 15 коек у нас. На 15 коек, да? Всего 70 коек. Ага. То есть вот, например, эти койки, вот, например, при каком уровне заболеваемости могут быть достаточными? Ну, сейчас они достаточны. Уже сейчас. Сейчас. В прошлом году тоже такое же число 70 коек было, но там в прошлом году чем отличалось? Потому что всех подряд ложили мы. Ага. Амбулаторно не разрешали лечить Ага. ковидников. А сейчас у нас, например, вот по оперативному отчету у нас на амбулаторном лечении ковидников, сейчас я скажу, сколько. Минуточку. 350, по-моему, человек на амбулаторном лечении у нас. Около 350. Ага. То есть, а какие должны быть показания для того, чтобы человека положить в больницу? Ухудшение, развитие пневмонии, дыхательной недостаточности, ну, это по федеральным рекомендациям. И возраст, наличие сопутствующих заболеваний. Ага.